Всемирный день почки – это глобальная кампания, которая направлена на повышение осведомленности о важности здоровья наших почек. Он отмечается ежегодно, каждый второй четверг марта. В этом году Всемирный день почки пройдет именно сегодня, 14 марта. На тему «Здоровые почки всегда, у всех и везде». По всему миру пройдут сотни мероприятий, Якутия не исключение. И по инициативе общественных организаций в Якутии он уже проводится и в 2015-2016 году год был. И в этом году общественные организации «Надежда на будущее» Нефролига при поддержке частных медицинских клиник тоже проведут бесплатные акции для населения по раннему выявлению заболевания почек. Помимо этого, Центр медицинской профилактики организует автопробег в селе Ухланан и Актемцы. Вот об этом подробно расскажут наши гости в студии. Это директор некоммерческого партнерства Ассоциации частных медицинских центров и клиник Якутии Валерия Спиридоновна Ли. Доброе утро. И врач-нефролог Анисимова Антонина Ивановна. Доброе утро. Антонина Ивановна, ну вот расскажите, пожалуйста, в каком виде пройдут эти акции по раннему выявлению и почему это так необходимо? Значит, сегодня 14 марта Всемирный день почки, и мы в этот день проводим скрининг, значит, населения на выявление самых ранних почечных, самых ранних признаков почечных заболеваний. Значит, одним из самых ранних, значит, маркеров почечного повреждения является тест на микроальбуминурию. И вот этот тест, он будет проходить в 4, мы будем проводить его, тестирование на этот маркер, будем проводить в 8 площадках. А вот что для этого? Что это такое, да. Что это за тест? Вообще, что это за тест? Тест на микроальбуминурию – это, значит, выявление альбумина в моче. Что такое микроальбумин? Значит, почему его мы так рано выявляем и почему это так важно? Альбумин в моче, он выявляется тогда, когда вот на самых ранних стадиях почечного повреждения альбумин, который находится в плазме, начинает просачиваться в мочу. И вот этот вот самый ранний признак почечного заболевания мы будем выявлять, значит, с 14 марта по 21 марта в 8 площадках. Что для этого нужно? Для этого нужно просто принести утреннюю порцию мочи. Ну, как вы привыкли? Да, привыкли, как привыкли, но сейчас имеется не в баночке принести ее нужно, а в специальном контейнере для сдачи, пластиковом контейнере для сдачи общего анализа мочи. Валерия Спиридоновна, где будет проходить эта акция, куда могут обращаться люди и в какой промежуток времени? Да, вот как уже говорилось ранее, мы с 2015 года наша ассоциация является постоянным партнером, социальным партнером этого проекта. Уже 3-й раз мы будем участвовать. В этом году у нас наша география расширилась. 8 площадок. Это город Покровск, улица Братьев Ксенофонтовых, 9, город Вилюйск, в МФЦ сегодня с 10 до 13. Это проводит член нашего партнерства клиника «Доктор Плюс». Они будут обследовать население. И в городе Якутске, конечно, самая многочисленная – это частная клиника «Доктор Офис», «Аврора», «Мидлайн», Даймонд Клиник в центральном офисе Октябрьская, 20/1 и Белинского, 32, Центр женского здоровья и клиника «Кристалл». Вот. А вот вы говорите, с 10 до часу, это во всех клиниках, да, такое время? Или... Нет, некоторые клиники там ограничивают с 8 до 10, но, как уже говорилось ранее, что с 14 по 21 марта можно бесплатно обследоваться и принести мочу и выявить микроальбуминурию, если она есть. Вот, Антонина, больше вопрос такой с практической точки зрения. Вообще, как человек может заподозрить, что у него есть какие-то проблемы с почками? Вот на какие симптомы, возможно, необходимо обратить внимание? Значит, первый симптом, один из первых симптомов почечного заболевания, значит, и появление белка в моче. К сожалению, основная масса почечных заболеваний, она протекает бессимптомно. И больной при этом ничего может не почувствовать. Вплоть до последней стадии почечного заболевания пациент не может и не знать о том, что у него имеется серьезное повреждение почек. Поэтому вот скрининговое, да, то есть это вот профилактическое исследование общего анализа мочи на выявление основного, самого главного симптома почечного заболевания, появление белка, а в первую очередь микроальбумина в моче, является самым важным диагностическим критерием для раннего выявления почечных заболеваний.
А возможно, вот как профилактику проводить? Вот, ну, мы часто видим и с экранов телевизора, и средств массовой информации, надо теплее одеваться, допустим, да, не сидеть там на камне на холодном, лишний раз не переохлаждаться, пить больше воды. Вот какие из этих советов, наверное, самые востребованные, чтобы не довести до тяжелых последствий? Несомненно, холодовой фактор является провоцирующим фактором развития почечных заболеваний. Но основная причина всех почечных поражений достигающих конечной стадии и в конечном итоге поступления пациента на гемодиализ на сегодня является первой причиной – это диабет и гипертоническая болезнь. Поэтому именно вот мы призываем к тому, чтобы на тестирование, вот на тест микроальбуминурию подошли пациенты, страдающие в первую очередь гипертонической болезнью и сахарным диабетом. То есть это первая причина? Это первая причина. На сегодня во всем мире первопричина терминальной стадии почечной недостаточности – это сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Вот основные факторы. Да, это основные факторы риска возникновения почечной патологии с конечной стадией. Лиспина, а почему ассоциация решила вот поддержать эту акцию? Может быть, связано как-то с социальной ответственностью бизнеса? Да, конечно, это, безусловно, социальная ответственность бизнеса. Несмотря на то, что мы являемся социальным бизнесом, но, тем не менее, вот такие благотворительные социальные проекты мы с удовольствием, конечно, поддерживаем. Мы, вот, как я говорила, уже третий год. В 2015 году очень широко мы тоже поддержали. Более 2000 человек мы обследовали. Кстати, выявили достаточно много положительных результатов у нас было. Мы их всех направили к специалистам. Я думаю, что все эти пациенты уже дошли до специалистов, уже обследовались и приняли какие-то меры вот по отношению вот к этим. И это вот очень полезная акция, конечно. Спасибо большое за то, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачного проведения акции, чтобы она действительно уже стала традиционной и проводилась ежегодно, а количество выявляемых пациентов все-таки снижалось, и мы больше следили за своим здоровьем, особенно за здоровьем наших почек.